Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что у вас увидит песок? О чем важном песок вам расскажет? Ни о чем не думайте, просто загадайте на себя, и нужная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе. Человек с ножом рядом. Смотрите, я вижу вас в каком-то очень грустном состоянии. У кого-то переживания, у кого-то боль, у кого-то тревога, у кого-то рухнули планы, как будто бы, знаете, руки опустились. И еще у кого-то может отыграться проблема со здоровьем, да, вот что-то болит, беспокоит. И вам жизнь, она как будто бы не в радость, как будто бы сейчас, в сегодняшнем дне, вы столкнулись с очень тяжелыми обстоятельствами, с очень тяжелыми проблемами. Либо вас проблемы словно бы вот по кругу обложили, и выхода из этих проблем нет. Не по себе вам сейчас, тяжело. Как-то даже дыхание у вас такое тяжелое идет. Непростая ситуация в жизни, либо проблемы со здоровьем, опускаются руки, и вы не знаете, что делать, да, за что вам это все. Что такое плохое вы сделали, что жизнь ваша настолько ухудшилась, качество жизни ухудшилось. А кто-то вот бегает по кругу, из проблем не может выбраться. И вы уже не знаете, кому молиться, к кому обращаться для того, чтобы хоть какой-то просвет в вашей жизни произошел. Но чего вы не знаете? Вы не знаете, что рядом с вами вот стоит персонаж с ножом в руке. Этот персонаж как будто бы перекрывает вам кислород. Этот персонаж, мне вообще идет, что это какая-то женщина. Не знаю, как женская все-таки идет энергетика. Женская такая, знаете, строптивая, подлая и очень сильно завистливая. Эта женщина, она вам это все устроила, либо она хотела этого добиться, чтобы у вас все в жизни было плохо, чтобы вы жизни были не рады. И вот она считала, что когда это случится, у нее все будет хорошо. Либо это цель ее жизни, и когда она этого добьется, у нее там прям фонтаном, да, все забьет. Но на самом деле я вижу, что она, видите, на скелетика похожа, да, палочки, палочки, ножки, палочки, ручки, палочки, лицо прям сохлось такое, знаете, как кукольное, тело, прям одни косточки торчат. Она очень много сил и энергии потратила. У кого-то еще отыграется, что эта женщина очень сильно вкладывалась, то есть материально вкладывалась, там ходила ко всяким магам, специалистам, заказывала на вас, оплачивала это все. Может, и сама даже что-то делала, там покупала какие-то там ингредиенты, не знаю, там воду с покойника. Что-то у меня вот вода с покойника идет, когда омывают покойника, да, вот эту воду плохие люди для плохих целей обычно стараются купить. И если это какой-то морг, например, то люди могут пойти на это ради денег и продают обычно эту воду. Как бы не хочу про это рассказывать, да, вдруг кому там нехорошему придет в голову этим всем воспользоваться. В общем, почему-то мне пришла эта вода, значит, скорее всего, у кого-то это было. Могли вас этой водой напоить, могли вам на этой воде, как еду сварить, могли что-то облить, там, например, ручку двери входной, и вы трогали, да, и потом эта энергетика на вас переходила. Что-то вот не идет с этим связано. Не у всех, у кого-то конкретного, скорее всего, вот четко вижу. Смотрите, эта женщина очень сильно потратилась. От нее вот как рожки до ножки остались, да. И она это еще не понимает. Она, знаете, в таком состоянии шока. Вроде как бы она своего добилась, у вас в жизни все плохо, а счастья у нее нет. Она счастливой не стала. Наоборот, она чувствует себя истощенной, выгоревшей и вообще не понимает, что происходит. Возможно, эта женщина с вами конкурировала, допустим, за любовь, да. Хотела там вашего супруга, либо
либо парня себе увести. Может быть, эта женщина, она, допустим, ревнивая мать, да, которая хотела вас извести, чтобы ее сыночка-корзиночка все-таки рядом с ней находился. Может быть, эта женщина вам там с малых лет завидовала, да, какая-то подруга, например, неадекватная, ненормальная, то есть ничего по жизни не хотела делать, она просто жила тем, что она вам завидовала. И ей казалось, что все то, что вы себе там честным путем зарабатываете, тяжелой работой зарабатываете, вот если бы вас не было, ей бы досталось. Да, вот какие-то такие ужасные помыслы, ужасные мысли. И это как ее руководство к действию. То есть не будет вас, равно ее счастье, равно ее там любовь, ее благополучие, ее какие-то крутые возможности. Вот у нее так это в голове таким алгоритмом выглядит. На самом деле это как бы неправда. Так это в жизни не работает. У каждого человека своя судьба. И опять же, по делам человеку дается. Если человек трудолюбивый, как вы, например, да, любящий, умеющий, делающий, то вам и давалось. Вам же не просто так на блюдце с голубой каемочкой, да, и вы не родились золотой ложкой во рту. Вы всего добивались сами. Вы работали, вы боролись, вы любовью и добром себе вот наживали то, что вы имеете. А у нее наоборот, у нее всегда была лень, у нее всегда было разочарование, вот за что бы она ни взялась, ей было лень доводить до ума, и она такая: ой, не хочу, ой, не мое, ой, пойду там отдохну, да, либо чем-то другим займусь. Вот. И она как бы по жизни неудачница, но очень хитрая, а вы наоборот, трудяжка мне идете, но очень добрая, и вам и в голову не приходило, да, что себя нужно защищать, что нужно энергетические заборы ставить, да, что нужно энергетический колпак поставить, что нужно пользоваться какими-то ритуалами, оберегами, амулетами, молитвы защитные читать, там, чистки делать, да, потому что вы жили и судили по себе. Вот я никому не завидую, я никому ничего плохого не делаю. Почему кто-то захочет мне это сделать? Да? Вот людей судили по себе. Ну вот не ожидали, что столкнетесь с такой дикой, ужасной завистью. И можно сказать, что эта зависть погубила сразу двоих. Она погубила и вас, потому что вы пострадали от этой зависти, и погубила вот эту ужасную женщину, потому что зависть ее полностью выжгла изнутри. Вот так мне идет. Мало того, я еще вижу, что у этой женщины какие-то необратимые процессы запустились внутри. Возможно, это связано со здоровьем, скорее всего, связано со здоровьем. И это уже необратимый процесс. Да? Вот есть болезни, которые там можно вылечить, купировать, да, избавиться от них. А есть что-то, что вот оно не лечится, не поддается лечению. Это уже все, как бы это как билет в один конец, да, обычно говорят. Но эта женщина еще об этом не знает, но что-то уже ощущает. Вот что видит песок про вас? Он видит, что вы стали жертвой зависти, лютой, дикой, необузданной зависти. Пострадали, ни за что вы пострадали. Но можно сказать, из-за доверчивости своей вы пострадали. Потому что, да, в голову не приходило, что кто-то может против меня такие страшные вещи делать. А что мы видим дальше? Мы видим ваше возрождение. Причем возрождение тут не просто так, а очень крутое. Во-первых, вы становитесь гораздо выше, вы становитесь гораздо сильнее. У вас в правой руке огромная рыба. Эта рыба, кстати, похожа на этого осетра. А в левой руке у вас крылья. Понимаете, крылья, вот они, видите, вот одно крылышко, вот другое крылышко. А вот она рыба, видите, такая вот с таким плавником. Мне идет что-то, какой-то осетр у вас в руках. Еще, знаете, не просто рыба, а ценная рыба, вкусная рыба. Это замечательно. Знаете, еще мне идет, что вы должны были пройти через такую судьбу, да, через эти испытания, потому что в этом есть ваша карма. И у вас как будто бы, как неизбежно было столкнуться с каким-то злом, либо злыми людьми, либо какими-то злыми обстоятельствами в жизни. Вы должны были это пройти. Вы как будто бы вот родились птицей Феникс. Вы должны были пройти через огонь для того, чтобы переродиться, для того, чтобы возродиться и для того, чтобы стать сильнее, чем есть сейчас. Я не первый раз вижу птицу Феникс на общих отсыпках, и это даже не второй, не третий раз. Она часто приходит в отсыпки, когда идут достаточно такие темы щекотливые, темы глубокие, темы, которые касаются непосредственно вашей личности. Вот в таких гаданиях всегда
приходит птица Феникс. Это как часть вашего образа, это как, ну, лик вашей души, извините, да, это птица Феникс. Пройти через огонь для того, чтобы возродиться. Возможно, ваша карма заключается в том, что вы должны через вот эти все трудности познать рост души. Да? Вы воплотились для того, чтобы ваша душа росла и переходила на новые уровни. Обычно это происходит через боль, через страдания, через, ну, такую вот негативщину. Возможно, какие-то другие причины. Может быть, вы страдаете для того, чтобы очистить грехи своего рода. Тоже может быть. Все-таки это общая отсыпка. Я не могу вам, к сожалению, детализировать, да, четко сказать, что у вас конкретно это, либо конкретно то. То есть, в принципе, могут быть разные обстоятельства. Но вот я вам просто накидываю варианты, чтобы вы для себя понимали. И если вы задаетесь вопросом «за что?», для роста души, потому что так нужно было. Если бы вы не столкнулись с этой убогой женщиной, лютой женщиной, то, возможно, было бы что-то другое. Да, вот как говорят, от тюрьмы, от сумы не зарекайся. Понимаете, люди что не просто так это говорят, не просто так это придумали, потому что это опыт наших предков. Они видели, как в один момент жизнь человека может измениться до неузнаваемости. Просто, вот, да, вроде человек все делает правильно, живет честно, а потом в один момент раз — и все, с ума раз, и тюрьма раз, и еще что-нибудь, понимаете? Не просто так. У вас это как часть кармы. Сказать, что кто-то прям виноват, что вас там прям родили несчастный, я не могу сказать. Нет, потому что я вижу ваше будущее счастье. Вот она, вы, птица Феникс, человек, который становится в 3 раза больше, выше, да, не больше, выше. И в одной руке огромная рыба, а в другой руке крылья. Это ваше будущее, и ваше будущее уже не за горами. Это до конца года с вами случится. До конца года, когда вы смотрите эту отсыпку. Если вы смотрите вот прямо сейчас, когда я ее выпустила, сейчас у нас август месяц, то до конца этого года. Если будете смотреть позже, в следующем году, то до конца следующего года. У вас идет полное возрождение. Вы восстанете из пепла, понимаете, из пепла восстанете, станете гораздо ярче, лучше. Проявятся все скрытые врожденные качества, которыми вы не пользовались. Проявятся таланты, проявятся способности, проявится то, что было заложено и что у вас, ну, спало внутри, да, спали ваши качества, способности. Ничему не удивляйтесь. Мне идет, что вы как совершенно другой человек. Вы сами от себя будете в шоке, потому что вы в себе этого никогда не замечали. Просто не замечали. Еще раз говорю, это и способности, и таланты. У вас они есть. И, возможно, это не что-то одно. Возможно, это как, ну, как пакет. Да? Пакет. У вас несколько способностей, у вас несколько талантов. Вот это все у вас проявится и откроется. Люди, которые вас не видели давно, они все будут в шоке, они вас узнавать не будут. Вы просто расцветете. Расцветете, причем расцветете так, что казаться, что вы совершенно другой человек. Да? Вас могут путать там с вашей дочерью, либо если вы мужчина, вас могут путать с вашим сыном. То есть, ну, такие вот вещи будут происходить. Да вы и сами себя узнавать перестанете, в хорошем смысле слова, да? Вы прям преображаетесь во всех смыслах слова. Рыба, она же про любовь, она же про деньги. У кого-то идет и то, и другое. То есть эти две энергии, они очень сильно похожи, но все-таки энергия любви, она зародилась чуть раньше, чем энергия денег. Но они очень похожи. Говорят про них, что они две сестрички-близняшки. Всегда ходят вместе, всегда ходят рядом. Придет одно, и буквально сразу же придет другое. То есть сначала вы получите любовь в свою жизнь, да, вы влюбитесь, вас полюбят, вы счастье в любви найдете. Потом придут большие деньги. Возможно, вы уже любите, но любовь несчастливая, да, потому что вот эта женщина, она старалась все там вам нарушить, разрушить и хотела полностью вас обнулить. Может быть, да, вы там рассорились с любимым человеком, может быть, вы сейчас не вместе, либо у вас такие отношения, как кошка с собакой. Но любовь, она настоящая, и она вновь возродится с новой силой. После того, как придет любовь, либо возродится любовь, вернется любовь, придут большие деньги. В правой руке по правому делу, это вам на роду написано, и это ваше по праву, и это будет у вас.
Причем придут они достаточно легко. Что это за деньги? Вы все разные, у каждого будет по-своему. Кто-то там бизнес начнет вести, откроет, и бизнес будет очень прибыльный. Кто-то там карьерные высоты будет покорять, и деньги прям польются рекой. Кто-то из вас, возможно, там наследство получит, очень денежное. У кого-то выигрыш может проиграться. Да что угодно может проиграться, но деньги к вам придут. После того, как любовь вернется в вашу жизнь, настоящая любовь, либо настанет, да, время, когда вы полюбите, взаимно полюбите, придут большие деньги. В левой руке у вас крылья. Этими крыльями вы не только можете пользоваться для того, чтобы там взлететь выше, чем другие. Вы этими крыльями можете и закрывать себя, закрывать тех, кого вы любите. Это мне идет больше как инструмент, благодаря которому вы сможете, опять же, добиться больше, чем другие добиваются, и обезопасить себя. Этими крыльями, да, вы можете себя защищать и защищать, брать под крылья людей, которым нужна защита. Но мне вот идет, что вы будете этим пользоваться, и будете пользоваться даже не для себя, а для тех, кого вы любите, либо для тех, кто в этом нуждается. Ну и также крылья — это как средство передвижения. Да? Люди обретают крылья, и мир открывается. Вы можете свободно путешествовать, ездить туда, куда вам хочется. Может быть, ваша жизнь будет связана с тем, что вы постоянно будете двигаться, летать по миру, в разные страны, в разные уголочки мира залетать. Да? Вот как-то так мне идет. Но это тоже очень и очень неплохо. Поверьте, многие люди и в помине не знают, что такое крылья, и живут, и даже в голову не приходило. Как особая привилегия, как особая награда за пережитое. Еще песок у вас видит каких-то нечестных, ну, извините, родственников, скорее всего, либо людей. Именно нечестных. Тут ключевое слово, что они нечестные. Они вас могут обманывать, они могут разыгрывать всякие там сценки, да, что вот я такой, я сякой, там помоги, сделай, дай, отдай. И также могут попытаться вас чего-то лишить. Либо уже лишили, либо еще попытаются вас лишить. Но иногда с такими кровными родственниками, да, и врагов не надо. Да, и враги в сторонке стоят, курят, нервничают и плачут, да, потому что на такое не способны, как вот родственники. Надо быть повнимательнее и понимать, что нельзя прощать обман, нельзя прощать злость, нельзя прощать желание пользоваться вами, причем пользоваться, ну, в своих личных целях. Люди могут прикрываться разными причинами, там, начиная от того, что мы там глупые, либо мы несчастливые, а ты вот сильная, а ты все можешь. Да? Не надо этого слушать и не надо чувствовать себя обязанной. Вот это нехорошо, нехорошо. Они вам ничего не дадут и ничего для вас не сделают. Они уже ничего не дают и ничего не делают, видя, как вам тяжело. Вот. Ну, еще раз говорю, абсолютно бесполезные люди. И ладно бы были бесполезные, так они же еще и ваши тащат. Они тащат ваши, они пользуются вашим. Они, вы знаете, вот намерены как обобрать вас, либо за ваш счет решать свои какие-то проблемы. Проблемы, которые, ну, нисколько не ваши. И это прям большая наглость, да, вот так себя вести. Но они не чувствуют, что они нагло себя ведут. Они чувствуют, что они вот все делают правильно. Что типа вы сильная, вы все можете. Вам не так надо, вы умная, вы заработаете. Понимаете, какие-то такие ужасные вещи у них в голове крутятся, что прям мурашки идут по коже, да, мороз пробирает. Вот. А вас ловят на вот этот крючок, что мы семья, мы родственники, мы такие несчастные, да, помогай, давай, делай, да, терпи, тебе не надо, кому-то другому надо, поэтому отдай все, что у тебя есть. Тебе тяжело, ну ты же сильная, ты справишься. Вот как-то так мне идет, как в ущерб вам все это делается. Еще и вас заставляют поверить, что вы обязаны это делать. А если вы вдруг сопротивляетесь, либо говорите, у меня нет, еще начинают говорить, да как так, да ты там нас не любишь, не ценишь, ты чужая, ты не такая. Да, вот какие-то такие ужасные вещи, как торгуют родственной связью, любовью. Отвратительно, отвратительно. И если вы дистанцируетесь с такими родственниками, поверьте, это не грешно, это нормально. Нормально, абсолютно нормально, никакого греха на вас не будет, никто с вас ничего не спросит. Наоборот, вы проявите мудрость, и все, что вы могли, вы уже им как с перебором и дали, и сделали.
Вот, ничего больше не должны. И не надо слушать, не попадайтесь на этот крючок эмоций, да, что мы семья, что мы родственники, там, помогай, делай. Не знаю, мне идет, что родственники у вас не очень. Не все, какие-то конкретные. Вот как два человека, они вместе, либо они, кажется, со своей стороны пытаются вас нагнуть. Ну, не очень хорошие. Дальше, мои хорошие, с правой стороны показано, что у вас есть способность, либо с вами кто-то пытается связаться. Вот смотрите, это две разных вещи. У кого-то есть способность, и вы можете видеть потусторонний мир, либо ощущать его, либо со временем вы можете как развить эту способность, и вы будете уже все видеть и ощущать. Даже можете контактировать с кем захотите, с потустороннего мира, с иного мира. А у кого-то идет ситуация, что с вами пытаются связаться души тех, кого уже нет. В мире живых нет, они там, в другом мире существуют. И они постоянно пытаются с вами связаться, как-то вот вас предупредить о чем-то, до вас достучаться. Им хочется с вами контактировать. Это не плохие души, это хорошие души. Либо души, которые ищут прощения, да, то есть люди, которые при жизни не успели вам сказать вот какие-то главные слова там, о любви, о том, что прости, о том, что там я не хотел, да, какие-то такие вещи. И вы в последнее время очень сильно этого пугаетесь. Вот как будто бы происходят какие-то вещи необъяснимые, которые вас пугают. Вы думаете, что это какие-то проявления негатива, чертовщины, там, чубарабашки, этот полтергейст, да, об этом думаете. На самом деле нет. Нет. Либо у вас эта способность, и вы контактер, вы можете общаться с другим миром, либо вы вообще контактер, и вы можете общаться с другими мирами. Вот сколько их есть, да, 7 миров, и вы можете с ними общаться. А у кого-то отыграется, что до вас вот пытаются души достучаться, хотят вас предупредить, либо что-то вам сказать, либо что-то у вас попросить. То есть это не зло, да, это немножко другое. Этого бояться нельзя. Наоборот, нужно стремиться к тому, чтобы контакт состоялся, да, чтобы передача информации состоялась. К вам не приходит что-то плохое, к вам приходит, наоборот, хорошие сущности приходят. Может быть, это какие-то учителя, может быть, это люди, которые хотят через вас мир предупредить. Понимаете, о чем речь? Ну, либо это родственные души, родные души, которые хотят вам что-то сказать, тоже очень важное. Вот вы когда боитесь, ну понятно, что нормального человека такие вещи пугают, да, что-то там стукнуло, грюкнуло, передвинулось, да, какой-то лик увидели, там краем глаза что-то запечатлели, это пугает на самом деле, особенно если это в темное время суток, когда никого нет, да, там в тишине происходит, это пугает. Но с другой стороны, ничего плохого не вижу, наоборот. Если контакт состоится, если диалог состоится, то наоборот вы от этого выиграете. А через вас даже другие люди могут выиграть. Мне идет именно такая информация. Смотрите, этому нельзя научиться. Этому нельзя научиться быть контактером. Да, я знаю, есть такие школы, которые обучают, но опять же, вот эти учителя, они не могут за вас вступить в контакт. Но они вас к этому подготавливают, да, там учат расслабляться, учат там не пугаться. Это да, это есть. Но с другой стороны, я не вижу, что вам нужен для этого учитель, либо вам нужен кто-то, кто будет там, не знаю, рассказывать вам, что делать. Это все внутри вас. Вам нужно расслабиться и довериться Вселенной. Просто довериться, отпустить свои страхи, отпустить свой разум, потому что разум дает нам эти страхи. И контакт точно состоится. Вообще мне идет, что да, контактер, вы контактер. И если мы говорим про родные души, возможно, пообщавшись с родными душами, вы в будущем можете и с другими душами общаться, да, стать вот медиумом. В первом случае у нас контактер получается, а в этом случае медиум. Да? Медиум, который общается с душами, которые покинули наш мир. Не зло, ни чертовщина, ничего подобного. Так что не думайте об этом. Никто вас не обидит. Это как бы часть вашего пути, часть ваших уникальных способностей. Так, дальше. Песок у вас видит какую-то чужую вещь. У вас есть чужая вещь.
Эту вещь вы могли купить, вы могли ее в подарок получить, вы могли эту вещь найти, да, может быть, человек потерял, забыл. И вот мне эта вещь очень не нравится. Я не могу сказать, что это, но я могу сказать, что от этой вещи идет какая-то радиация, негативом радиация. Возможно, эта вещь принадлежит человеку, ну, который был проклят, либо под сильной порчей живет. Вещь как заражена этой энергетикой, и вот она к вам попала. И с появлением этой вещи не только вот у вас какие-то проблемы в жизни начались, но они начались у всех тех, кто, например, вхож в ваш дом, кто посещает ваш дом, либо проживает с вами в одном доме. Опять же, эта информация только лишь для тех, у кого за последнее время все сильно очень ухудшилось. Просто вот как в один момент, да, вот спад пошел, резкий спад, и что бы вы ни делали, ничего не помогает. Не будет помогать, пока эта вещь будет рядом с вами, присутствовать рядом с вами, находиться в вашем доме. Она задевает не только вас, но и задевает всех тех, кто в доме находится. Даже животные могут себя вести по-другому. Вот, кстати, у кого есть животные никогда не подходят к этой вещи и стараются от нее бежать куда подальше. Вот, если у вас есть животное, вы даже благодаря своему животному можете определить, что это за вещь. Эту вещь вы явно вот, ну, недавно где-то приобрели, либо недавно принесли, но не больше, чем полгода. Вещь не новая, то есть на ней не было там какого-то ценника, да, с рук купленная, либо купленная там second-hand, либо вам кто-то подарил, но вот она не новая, да, либо на ней нет ценников. И также то, что вы могли найти. Может, нашли что-то хорошее и думаете, о, мне повезло. На самом деле вещь от такого человека. От этой вещи, от этого предмета нужно обязательно избавиться. Переберите все, пересмотрите все, то, что вы нашли, то, что вам подарили, и то, что вы с рук взяли. Вот это все, оно может быть очень негативным и мешает нормальной энергетике функционировать в вашем доме. Вещь от человека под порчей, либо проклятого человека, она тоже несет в себе разрушение. Надо от этого избавляться. Опять же, это не у всех, это у тех, у кого вот резко все вот из рук стало падать, да, и большие неприятности начались. Ни с того, ни с сего, да, причем у всех, кто в доме находится. И еще вот песок у вас видит какую-то большую победу впереди. Это либо дело, либо ситуация. Вы там боретесь, вы прилагаете очень много усилий, но постоянные какие-то откаты идут. То есть, что бы вы ни сделали, вы не приближаетесь к своей цели, а наоборот откатываетесь назад. То есть ситуация еще сильнее усложняется, какие-то там новые проблемы вырастают, какие-то отказы идут, что-то не принимают, что-то не получается. У кого-то вообще безвыходная ситуация, вы и бросить жалко, да, и что делать дальше, вы не понимаете, вы в растерянном таком состоянии находитесь. Вот мне идет, что это победой закончится. Ситуация сама по себе закончится для вас большой победой. Может быть, вы с кем-то судитесь, выясняете отношения, за что-то боретесь, что-то для себя хотите, хотите исполнить свою мечту, хотите там еще что-то сделать. Что бы вы ни вложили, откаты гораздо сильнее, чем ваши вложения. И вы не только в точку старта возвращаетесь, вы еще дальше от старта откатываетесь. Вот так мне идет. И это прям проблема. Вы не понимаете, что происходит, почему я ничего не могу сделать, я ничего не могу добиться. Но с другой стороны, я вижу у вас время, которое еще не пришло. Смотрите, вот слышали, наверное, да, такую поговорку: всему свое время. Вот в этой ситуации ваше время еще не пришло. Вы буквально сейчас боретесь с ветряными мельницами, да, с проблемами, которые вот как эти миражи, да, на самом деле. Время не пришло, вам рано получать то, что вы хотите. Рано, понимаете? По какой причине рано, я не могу сказать. Вы все слишком разные. Если бы я смотрела индивидуально, я бы вам точно сказала. А тут как бы общий поток идет, да, вот мне идет, что время не пришло. И вас просто вот к цели не подпускают, к вашему желанию не подпускают. Мне вообще идет, что вы дойдете до крайней точки отчаяния, когда вам захочется вот все, брошу и думать не буду, уже ничего не буду жалеть. Все, лишь бы от этого избавиться. Вот именно в этот момент придут хорошие вести, и вас назовут победителем либо победительницей.
То есть еще какое-то время вы будете бороться, потом вы скажете: все, умываю руки. И именно в этот момент придут очень хорошие новости, что вас назовут победителем. Вы своего все-таки добьетесь. Не просто добьетесь, вы победу в этом одержите. Возможно, что-то должно поменяться. В мире ведь все меняется. В пространстве все меняется. Все подвластно времени. Да? Что-то, возможно, должно произойти. Возможно, вы не до конца готовы. Возможно, еще что-то происходит. Да? Может, вот эта женщина, которая негативит, из-за этого все это происходит. Может быть, когда вы вот возродитесь, почувствуете свою силу, уберете весь этот негатив, вот тогда и случится. У каждого это по-своему. Но я вижу, что вы победу свою одержите. Как корону на голову себе оденете. Это знак победителя, это знак того, что вы и желание осуществили, и все случилось наилучшим образом. Лучше, чем у всех остальных людей. Да, пока другие там шли напролом, калечились, последние тратили, убивались, да, чтобы добиться своей цели. Вы просто подождете, и у вас все случится. Ваше время придет, и вы корону себе на голову оденете. То есть в мире нет ничего невозможного. Просто все в свое время приходит. Вот и к вам тоже придет. Но момент, когда вы уже решите бросить, либо перестанете этим заниматься, вот тогда корону себе и оденете. Тогда вас назовут победителем. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.